В Казани открылся 5-й международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Тональность юбилейного праздника музыки его устроители оценили как до-мажор. В наш город приедут первоклассные музыканты и дирижеры, которые давно завоевали международный авторитет. В их числе и всемирно известный пианист Борис Березовский. С ним общался наш культурный обозреватель Дмитрий Пивоваров. Послушать всемирно известного пианиста приехали представители Московской филармонии, столичной критики, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая. Борис Березовский прилетел в Казань из Бельгии, где живет сейчас вместе со второй женой Эллиной Пак, в прошлом выпускница Ташкентской консерватории по классу скрипки. Сразу после исполнения драматического 4-го концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в гостевой комнате артиста началась незапланированная автограф-сессия, в которой пианист охотно фотографировался вместе со своими казанскими почитателями. Для меня, как для многих музыкантов, Рахманинов – это такой вот идеал во многом, очень во многом. Это такой очень мужественный человек, невероятно, не то что талантливый, но гениальный, естественно. Вот. И это очень сдержанный, и в музыке невероятно щедрый. «Белая сирень», проходящая в Казани в мае, словно пробуждение красок жизни. А вот фамилия Рахманинов ко многому обязывает. Лучший пианист 20-го столетия, по мнению 100 современных пианистов мира, требует осторожного обращения. Кстати, в музыкальной среде не очень жалуют еще одну историю про сирень. Фильм «Ветка сирени» Павла Лунгина о той самой сирене, которую дарила Рахманинову после каждого концерта таинственная незнакомка. Любая вариация на тему гениальной личности, даже если это плохая, это все равно интересно, потому что не всегда и Рахманинова играют замечательно, но это вот такая судьба любого гениального человека. Устроитель фестиваля Государственный симфонический оркестр Татарстана и маэстро Александр Сладковский уверенно определяет творческий посыл молодого фестиваля. «Белая сирень» самая мажорная, конечно, из всех наших фестивалей, безусловно. Если так говорить по тональным рядам, я бы определил тональность до мажор этого фестиваля. Однозначно, совершенно, потому что действительно это белый цвет, цвет гармонии, цвет добра, открытости и безапелляционного мажора. Сегодня в Казань приехал еще один знаковый участник фестиваля «Белая сирень» Михаил Плетнев, привезя в наш город и черный рояль фирмы «Кавай». Плетнев выступает в нашем городе в качестве пианиста. Сейчас он делает это крайне редко. У Плетнева недавно не стало мамы Ольги Дмитриевны, которая в 70-е годы 20-го столетия преподавала в Казанской консерватории и работала концертмейстером в Татарском оперном театре. Кстати, не стало и той самой «Белой сирени», которую высаживал 5 лет назад внук Сергея Рахманинова Александр Борисович. Говорят, она помешала агроландшафту парка на площади Свободы. Однако искусство продолжает существовать, несмотря ни на что. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».